Арпада, да. Есть вопросы к нему? Да, пожалуйста. Ну, я хотел бы... Я вам отдам книгу. Это вам. Вам нужна? Да нет. Нет? Тогда не отдавай. Я просто всем показывал. Я в Украине всем показывал, что смотрите, вот на итальянском написано учебник. Смотрите, механика. Там она уже больше, там уже физика написана. Физика стоит из механики, этого, термодинамика там уже написано, электромагнетизм уже написан. Я знаю, пока я накопил деньги только на печатание этой книги, а уже потом буду остальное. Ну еще пока я просто что хотел сказать, что Андио, когда началось вторжение России в Украину, Андио выехал из России, потому что он не захотел жить. Успел выехать. Ну, успел, он в самом начале выехал, не из-за того, что как бы там Боялся. тогда была какая-то угроза мобилизации или еще что-то, потому что спецоперация должна была продлиться 3 дня. Вот, а потому из-за принципиальных соображений не захотел находиться в стране с диктаторским режимом, и вот он почти полгода находился в Армении, и за это время уже успел перевести на Эрзианский микроэкономику. Что ты? Микроэкономику? Микроэкономику, да. Ну еще там несколько книжек пишу, но пока что в секрете. Ну, короче, микроэкономику он полностью написал на Эрзианском, и носители ее проверили уже на 75%, правильно? Микроэкономику нет, там еще не на 75. На 75 проверили физику, на 90 даже проверили физику, а микроэкономику проверили пока что на 30%, к сожалению. Да, и другие книги тоже переводят, и в планах у него переводить медицину, в общем, Не медицину, а науку, анатомию, математический анализ и матлогику. математический анализ. Только, да, окей. Пока что. А как удалось уехать с России? Сел на И самолет. не добраться сюда? А, сюда как я доехал? И сюда, да. Это была очень интересная история. Я летел из Тбилиси через Тбилиси, вот, сначала из Армении в Тбилиси, потом из Тбилиси поехал в Сталин через Стамбул. В Стамбуле я не стал уходить в общую зону, вот, и я остался ночевать в транзитной зоне, переночевал, пошел на посадку, и возле гейта меня развернули. Сказали, что вы не допущены до полета, и что идите наверх, вам там скажут, что и как делать. Я пошел наверх, мне сказали, извините, вы не допущены вообще до самолета, вас не пустят в Эстонию, покупайте билеты и езжайте обратно в Тбилиси. А почему? Объяснили причину? Ну, у меня... Российский паспорт? Сейчас я еще до этого дойду. Я начал с ними говорить, типа, вот, у меня все это как бы подтверждено, вся эта поездка подтверждена. Они пошли, проверили, сказали, иди, короче, на travel desk, на транзит desk, этот Turkish Airlines. Вот, я пошел туда, вышел из не вышел еще из транзитной зоны, вот, я пошел туда, мне сказали, у вас тип визы не способствует тому, чтобы вы приехали, поэтому собираете, и они говорят, у тебя нет никаких шансов поехать, собирай вещи и езжай обратно в Тбилиси. Вот. После этого у меня в этот момент был интернет, час буквально. Вот. Я взял интернет у одной из сотрудниц Turkish Airlines. Я позвонил Ниазору, Ниазор сказал, не паникуй. Вот. Дальше у меня вырубился интернет, я без связи. Вообще без чего-либо, я не знаю, что делать, я такой подхожу к банку, спрашиваю, здравствуйте, у меня нет ни банковской карты, чтобы купить интернет, у меня нет симки, у меня нет интернета, но мне нужен интернет. Они говорят, ну у тебя нет других путей, иди покупай симку, выходи в общую зону и покупай симку. Я пошел в общую зону, подошел к людям добрым, сказал, дайте, пожалуйста, Wi-Fi. Вот, они мне дали Wi-Fi, я подключился, позвонил Виталию, Виталий сказал, покупай симку. Купил симку, дальше начал ждать. Потом пошел в офис этого Turkish Airlines. Они меня послали на стойку, мне сказали, что все, у меня подтверждено уже мое пребывание, что меня пропустят. Вот, я пошел на стойку эту, рассказал всю эту историю, они сказали, что нам нужно официальное подтверждение, то есть на почту нашу.
Дальше выяснилось, что уже прислали. Дальше я позвонил, сказал, что Виталий мне сказал, что уже прислали. Дальше подтверждение. Дальше я опять... Ну, в общем, такая беготня по стойкам была. И в итоге я где-то 5 часов, ну, где-то часа 3-4 бегал по стойкам. Вот, в итоге мне дали бесплатный билет до Таллина, вот, и я приехал сюда. Вот. Молодец, шустро Ну, придумал. благодаря, что Оливер и наши друзья эстонцы смогли это все там, Да, спасибо вам огромное, правда. что смогли там все это. А вот я хотел сказать спасибо и благодарность, потому что у тебя был такой, как это, ну, искренний и был, ну, как бы пассионарный доклад. И, в общем, еще что мне показалось интересным, что ты прошел путь, ну, что сначала ты верил в какие-то утверждения о России, что она, дескать, свободная страна и Да, бла-бла-бла, бла-бла-бла. А потом у тебя произошла вот эта самая перемена ума, и ты как бы все понял о ней. То есть ты не стал как бы лукавить и маскировать правду о России. И вот, в общем, вот что. И мы же должны как-то популяризовать этот концепт, так? И вот у Алексея Иванова была идея, я до сих пор ее помню, и вот при возможности напомню тебе самому о ней. В общем, у него была замечательная идея сделать YouTube-канал на коми-языке, который бы просто повествовал об Эстонии. И как бы в таком сличении жизни Эстонии и, например, коми, можно было бы доносить, да, вот эту истину о жизни в России, как она лукава, об этом лукавстве. И вот, может быть, тебе тоже было бы это интересно. Мы могли бы популяризовать этот концепт как-то через YouTube. Тут очень много, на самом деле, всего можно сделать. Тут можно сделать даже, ну, кроме политического блога, можно сделать еще, например, туристический блог, допустим. Тут все можно сделать. Я готов как бы помогать, никаких вопросов. Да, и вот, ну, итак, последнее, простите, я закончу мысль. И да, и вот мне очень важно еще, что ты сказал, что сама идея России – это как бы экстремистская идея. Вот, я полностью с тобой согласен, и мне кажется, что нужно доводить как-то, чтобы люди поняли наконец, что Россия – это как бы такой серийный насильник, серийный убийца, и что сама идея России, она порочная, экстремистская, что никакой Навальный, никто, не должно такой быть страны. Да, вот, спасибо. Может быть, я ослушался, но может быть этот канал, который вы делаете, лучше будет, если он будет рассказывать россиянам, нашим народам про Эстонию. Это было бы полезнее в том смысле, чтобы человек увидел, что как люди могут жить. Ну вот это идея Алексея Иванова. Ну, да? может, вы оговорились, что о России и Эстония. Да, об Эстонии, об россиянах. И в этом сличении рождалось... По-моему, есть такой канал, по-моему, же есть такой канал. Недавно натыкался на него случайно. Каналов много не бывает. Ну да. Так, есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Была ли, что говоришь вот про будущее, чтобы создать образование на рязанском языке до гимназии, была ли попытка, хоть одна попытка в вашей стране создать хотя бы начальную школу, чтобы все предметы были на рязанском? Я взрослый резьбой пытался, я знаю, создать гимназию на рязанском. Да? Ну, мы инициировали такое, обращались несколько раз к власти, чтобы они открыли хотя бы одну гимназию в Саранске, в котором все предметы до 4 класса изучаются на рязанском языке. Да. Было мое обращение. На мое обращение было к главе республики, но ответил мне Тутаев, мэр города, почему-то абсолютно такой свойственной им хамской манере, что у нас все хорошо. Посмотрите, сколько издается журналов, газет. У нас 1200-350 миллионов детей учатся в кружках, изучают рязанский язык. То есть они забалтывают это все. То есть не ответили даже? Нет, они как бы ответили, но они сказали, им это не надо. Потом мы организовали, рязане писали письма, то есть такой флешмоб, Эрзя писал письмо,
отправлял его к руководству Мордовии, делал фотографию, показывал всем, что я отправил письмо. Это возможно, может беспокоить, если жители Оттепе будут говорить, писать что-то старейшине, его будет беспокоить, люди что-то там думают, говорят. Чиновникам российским не важно, что говорят люди, что они пишут. Важно, чтобы сидеть на своем месте. Вот. И поэтому мы говорим, что это не ерзяние нашей ерзя-мастер. В этом смысле мы гарантируем. Мы говорим, у вас, смотрите, там написано, вы до 9 класса все предметы изучаются на вашем языке. Это гарантирует сохранение языка совершенно. Ну, когда мне говорят, что они будут чем-то возмущаться, я говорю так, что смотрите, сейчас ничего нет, никто не возмущается. У нас только до 9 класса образования и возмущаются. Всегда мало. И второе, вот есть какой-то проект перехода на латинские буквы. Имеет ли это движение более широкое подоплеку, или это только вот ваши узкого круга попытки? На самом деле, в 90-х годах, когда началось вот это движение национальное, там очень часто использовалась латиница и писали латиницей. И в руралистике, и в разных группах писали латиницей. Есть, да. И не было никакой в этом проблемы. И ВКонтакте там писали латиницей. Потом, когда национальное движение пошло на убыль, то есть просто стало меньше людей, которые стали писать латиницей. Но на сегодня этот процесс, он идет. Мы все свои документы пишем латиницей, все свои видео сопровождаем латиницей. Сегодня выступали Пиргуш и Нуян Дидяс, там было латинским шрифтом написано все. Человек читает на автомате, даже не думает. Прочитал, а потом говорят, ты прочитал латиницей? Да. Вот так, то есть. Тут нельзя насилие, тут не может быть насилия. Я думаю, что если мы будем на латинице делать красивые детские комиксы, мы приготовили комиксы, перевели, там мы просто не можем их выпустить, потому что война и у нас не хватает людей. То есть надо делать вещи, которые интересно читать. Нужно взять, перевести последнюю религию на ерзянский, а титр пустить латиницей. То есть человек сидит и будет, куда он денется, будет читать. Кстати, я с очень многими финно-угорскими людьми переписываюсь. Я никогда кириллицей не пользовался, только латиницей, и никто не протестовал. Это аргумент. А потом еще... Мне там руку поднимали. Да, пожалуйста. Можно я еще добавлю? Мне сейчас кто-то руку поднимает. Да, пожалуйста. Вам вопрос. Я еще хотел добавить по поводу письменности. У нас же есть родовые знаки, на их основе вполне можно создать письменность. Вот, например, это как раз таки, да. Плагиат. Да, плагиат. Вот, например, слово шумбрат, я на бумаге пишу. На бумаге? Да. Значит, слово шумбрат можно, например, записать вот так. Так. Вот я, например, вот так вот могу его записать. Вот так вот. Вот слово шумбрат. Вот на основе вот этих знаков. Но это чисто моя как бы выдумка, значит, слоговая письменность здесь. Вот эта буква Ш. Нет, вот эта буква. Сейчас. Вот эта буква Ш, по-моему, вот это У, М. Здесь короче, брат, а здесь Т. Вот, примерно слоговая письменность. Но это чисто мой проект, как бы я чисто немножко этим занимаюсь чуть-чуть в свободное время. Это проект Арпата, но на самом деле у нас на крестах вот ставят такие знаки родовые. И там проводили работу, анализировали, они привязаны на самом деле к звукам. Они привязаны к звукам, вот, если берется уличное имя этой фамилии, то у всех эта буква, она означает начало фамилии даже по-русски. То есть это просто забыто, но на самом деле это очень интересная тема. И вполне возможно, что, например, через 5 лет Арпад защищается диссертацию свою докторскую. Арпадец. Вот именно по этим знакам. Сергей, там человек ждет, нет, человек ждет, поднялся уже вопрос. Да, пожалуйста. Спасибо. Мой первый вопрос уже давно ответ, но я дополняю. Я вспомнил, что 20-е годы, там
многие народы пользовали другие алфавиты России. И как раз на 30-е это была один такая политика, как я знаю, чтобы все пошли на кириллицу. А такой вопрос, как сейчас другие народы по Волжье, например, татары, я знаю, что, я помню, казахи меняли это кириллицу, там еще другие узбеки, таджики, но как-то по Волжье такие движения, чтобы снова взять это старый алфавит. И я добавляю, я думаю, что это свой алфавит, либо латинский, это очень хорошо. И если было так, что, например, указатели и там имена улиц, там мест были бы в своем языке, это наш опыт. Это люди ленивые, и они свой язык, надо стараться, надо учиться, этого они иногда не посмотрят телевизор или что-то такого. Но как-то они двигаются, они видят это знаки. И если это знаки в другом языке или в своем языке, это влияет на то же самое сознание. А вопрос, как другие народы, татары, башкиры, чуваши, как у них сейчас эта ситуация и движение, хотят они снова свое алфавит или нет? Я вопрос по татарам, башкирам лучше тоже перепросить сегодня, потому что он больше общается с ними, он больше знает. Ну, там тоже много движений. Казахи, например, они пишут латиницей. Башкиры и татары очень тесно общаются с казахами, и там тоже есть такие движения. Но с другой стороны, там есть, они же писали арабским шрифтом в свое время, и у них немного лучше, не так остро стоит проблема, каким именно знаком писать, потому что благодаря религии, вот этой сплоченности, они лучше сберегли свой язык. То есть это не самое больное у них место, скажем так. Это мы, когда уже терять нечего, получается, ничего нету. Вот. Ну, тогда, насколько я знаю, несколько лет назад там уже выработалось написание латиницы, у них даже сайты на татарском были и на латинице, и кириллицы. Но после того, как запретили на федеральном уровне использовать латиницу, у них это начало сворачиваться. Но больше всего сделал для латинизации как раз Иниазор, потому что, я так понимаю, вы сопричастны этому, что есть радио Свобода, радио Абадус, да, и у них есть подразделение Идель Реалии, и там как раз выходят, например, ирзианские и, наверное, татарские, другие новости, и они пишутся латиницей. Это наш сайт, Идель Урал, мы пишем ирзианский. Но он как-то аффилирован с радио Либерти. Никак. Ага. Мы делаем новости. За время сначала полномасштабного нашествия мы сделали там более 30 выпусков новостей. И там они на ирзианском говорим, пишем все латиницей. И вот это все, как бы люди, которые против, они не против латиницы. Им не нравится то, что мы говорим и пишем. Потому что, когда он говорит мне, что вот вы неправильно делаете, латиница это плохо, я пишу ему латиницей пишу. Почему вам это не нравится? Она пишет мгновенно, что потому что я не могу это читать. Но она уже это прочитала. Все учили английский, все учили немецкий. Нет проблем человеку образованному 8 классов понимать латинский шрифт. Вопрос в желании и нежелании. Если у тебя психология, а власть запрещает это делать, а ты пишешь на латинице вещи, которые тебе неприятно слышать, там, об агрессии, про положение дел, когда ты пишешь, что в Большеградском районе закрыли 4 больницы и 6 районов без больниц вообще, в районе нет ни одной больницы, тебе говорят, ты хочешь нас поссорить? В таком духе. Скорее всего, это просто сопротивление чему-то новому в поддержку своей власти. Но это пройдет вместе с развалом. Да, и еще добавляю это название мест, рек в своем языке. Например, мы начинали так с этуском здесь, чтобы как-то Эстония делали основную карту. Тогда раньше было это либо немецком, либо русском языке, тогда эстонском языке, но эти места называли местным языком, либо в русском, зетуском.
И я знаю, что, например, в Мурта знаменитый Парано – это Паранкорт. Это, я думаю, что все это виноград, там это место русифицировали и имена. И я просто советую, если можно, так это карты, как у вас уже там либо сами делаете, либо это не получается, это просто разговора начинать пользовать свои имена места. Мы это делаем, там, просто карта новая, и название центров написано латиницей, и некоторым возвращены свои имена.